В нашем мире очень много талантливых людей. У многих из нас есть кумиры среди них. Наш сегодняшний гость давно служит примером для детей и помогает им двигаться к своей мечте. Человек с неиссякаемой энергией, народный артист Северной Осетии, прославленный мастер игры на доуле, художественный руководитель ансамбля «Ритмы гор» Магомед Карсанов. Магомед, очень приятно вас видеть сегодня в нашей студии. Также. Это еще не все ваши регалии, мы знаем, вы не любите о них говорить, но все же, какие из них самые дорогие сердцу? Ну, самые дорогие сердцу, конечно, когда первый раз я получил звание заслуженного артиста республики. Это на Кавказе, это вообще никому еще не давали. Мы тогда выиграли всесоюзный конкурс среди государственных ансамблей. Вот, я же 25 лет отдал Алану, своему любимому, до звонка, пока травму руки не получил. И председателем жюри был тогда Моисеев Игорь. И когда я выступил, а тогда у нас был Черчесов, министр культуры, и он тогда, Черчесов, говорит: какой у вас, говорит, барабанщик? А он говорит: уже заслуженный у вас, а Черчесов: да, вот сейчас мы приезжаем, говорит, и мы, говорит, даем. Вот так я получил в 1978 году. Когда с Америки, я же ездил в год почти 3 раза, это уже все таможники меня знали. Они говорят: мы же тебя только отправляли. Я говорю: придется опять все. Я с Америки приехал в 1987 году. Хотел перед всеми руководителями Кавказа выступить, можно сказать, лебединую песню свою сыграть, да. И отыграл я все, и чеченский Топай Лимбаев походит: Магомед Ачи, да, бля, ты мне опять душ тронул, я вот чуть не заплакал, говорит. Я говорю: Топай, я говорю, это была последняя моя лебединая песня. Он говорит: как? Я говорю: я ушел с Алана. Он говорит: давай к нам, я начал там. Министр культуры их не стоит и говорит: давай, без разговора. Я говорю: дайте мне хоть один день, я говорю, я подумаю. Ну и поехал, и с ними 2 года работал. Это для меня было, конечно, очень... Я все отдал, все свое. И там научил этих детей ихних, да. Магомед, поделитесь сегодня с нашим зрителем, что нужно делать для того, чтобы стать хорошим профессиональным даулистом. Во-первых, надо очень сильно любить инструмент. И не так просто вот прийти, лишь бы только это. Нет, если ты не будешь любить этот инструмент, из тебя никогда, хоть ты будешь одаренный, там у тебя будет сумасшедшее чувство ритма, это музыкальность, но если ты не будешь инструмент любить, из тебя никогда не получится. Надо его любить вот как родную маму, тогда будет все нормально. И относиться, работать надо. Ну я же самоучка, я по 7 часов в день занимался, добился, все, у меня руки в крови было, все, я не знал, как бить, все. Ну, я его так любил. Один раз в зале Чайковского выступали, и я когда играл соло, а там впереди такая, интересная женщина сидела, и она все время за мной смотрела. Я так заметил, и после концерта она подошла: вы знаете, вы, говорит, свой барабан так ласкали, как любимую женщину. Я говорю: это моя любимая женщина. Магомед, поделитесь сегодня, если можно, мастер-классом от виртуоза. Немножко сыграю элементарную, с чего я начинаю детей учить, там, лезгинка, эти все. Магомед, это очень красиво, спасибо вам большое. Удивительно, на Кавказе есть очень много музыкантов, которые играют на доуле, но почему-то среди всех только ваше имя стало нарицательным. Не буду хвалиться, на школа, и моя школа, и вообще Остинская школа на игры на доуле выше нету. Мы, можно сказать, как нам в Грузии один раз сказали, там армяне тоже выступали на сцене,
Они первые выступили, потом вы. И грузин стоял такой здоровый, он говорит: отцо, это твои дети? Я говорю: да. Вы класс А они класс Б. Вот так. Ну, все понимают и все. Ну, до того бывает, что вот, когда дети мои приезжают в другую республику и просто начинают играть, все подходят: а, вы, говорит, Магина школа. Ну, школа есть школа. А в чем секрет, как вам кажется? Многие ваши поклонники говорят, что секрет в вашей неподражаемой улыбке. Без этого состав, если даже какой бы он виртуоз не был, если у него не будет обаяния, это все, это же не скрипка. Зритель пришел смотреть на артиста, не на манекена. Там все, надо, да, тем более это барабан, здесь надо сказки рассказывать. Почему все-таки Доули, Магомед? Если подсознательно вернуться в ваше детство, какую бы вы себе профессию выбрали? Наверное, детей обучать. Вот это я с детских лет вот начал. Вот тогда барабан в Осетии, чтобы заполучить, это же все с Грузии к нам пришло. Я на табуретках, где вот не сидел, вот даже, извините, в туалет сидел, на коленках стучал, все. У меня чувство ритма было сумасшедшее. Я вот музыку, вот, я засыпаю, и сейчас я вот 75 лет мне, да, я уже и сейчас засыпаю с музыкой и просыпаюсь. Я говорю: как люди? Я говорю: я не могу так. Вот я весь в музыке, да. И когда человек будет весь в музыке, тогда все получится. А если так, вот лишь бы только прийти, это... Вот когда ко мне девочки начали первый состав мой приходить, я их сразу сказал, я говорю: а почему вы, я говорю, пришли? Только честно. Они говорят: а мы тоже за границу хотим. Я говорю: а чтобы за границу попасть, надо в основной состав попасть. Вы знаете, мы будем все делать, все. И девочки лучше играют, чем мальчики. Ну вот, например, все говорят, как он учит, мол, 4,5 года, как вот, можно сказать, Мижиндар Намажона уже играет на доле. Вот у меня есть, растет звезда, девочка. Ну, такие рождаются, наверное, 100 лет раз. Это Бетрозова Роксана. Красавица мира, наверное, будет. Это там все. Я ее обучил, но она уникум какой-то. Вот такого слуха музыкального. Она сама на пианино научилась. Вот мама говорит: вот так она подошла к пианино, вот так раз, и пошла. И поет сама, и все. Вот я ей говорю, а у нее такой жест красивый. Я говорю: Роксана, давай я еще раз покажу. Она так: нет, я сама. И как даст вот так, ну, и трюки я ей показывал, и все. Но это самое, это не то. Повез я ее в Баку, мама пошила костюмы, 4,5 года, представь. И все, и это, она такая боевая. Я говорю: Роксана, когда выйдешь на сцену, ты обязательно вот так встанешь и скажешь: Азербайджан ураим, Азербайджан мое сердце. Она говорит: а еще что? Я говорю: салам алейкум. И вот, она все вот это, да. И вот мы с ней вышли, представь, я 2 метра, и она вот такая, да. Азербайджанцы смотрят, думают, ну, наверное, просто я ее вывел как это, да. А барабан же я нес, да. Думаю, сейчас я начну играть, а она может танцевать. И вдруг, когда она села, вот так встала: Азербайджан ураим. Они, машалла, иншалла, заплевали там, деньги стали кидать, когда она начала играть. Они говорят: да это не может быть. Ну как, я говорю, человек живой перед вами, посмотрите. Вот так на нее смотрели, как на Бога. А она поймала эту звезду и перед всеми так вот так. А я, говорит, еще на пианино могу. Во-во-во, иншалла, машалла, там все начали. Ну, девочка от Бога. Ну, у меня есть такие еще девочки, вот сейчас на подходе подрастают. Да, Магомед, мы знаем, что вы большой оригинал, и девочки-даулисты сегодня на сцене – это большая редкость. Это тоже ваша идея, да? Да. Это единственный ансамбль, можно сказать, в мире, где девочки играют на барабанах. Когда в Китай мы приехали, а китайцы сказали: вы не Астину. Я уже хотел ударить его. Я говорю: а кто мы? Вы, говорит, ниндзя. До того-то ходили на нас, смотрели. Не может быть, чтобы девочки, говорит, так били. А еще когда начинали крутить барабаны, это было все. Магомед, вы с большим трепетом и теплом всегда вспоминаете годы работы в Государственном академическом ансамбле «Алан». Это мое родное. Я все отдал там, все можно было, все отдал. Я вообще не представлял, как можно на репетиции играть вообще в полруки. Все.
Когда меня вот так сажали за гармонистов где-то на полметра, а я все равно их забивал. Ну, я не мог так играть в полруки. Вы побывали, наверное, на всех континентах Земли, гастролировали по многим странам, государствам. Да. Сегодня можете назвать их количество, хотя бы приблизительно? Не приблизительно, вот недавно считали 87 стран. Да, а если считать, что в нескольких странах по несколько, вот, например, в Индии я был 7 раз. Меня госконцерт все время посылал. Я уже меня индусы все знали. Я их песни сопровождал, это все. Я в госконцерте, я говорю, поменяйте маршрут. Я говорю, я уже не могу, уже надоело там. Они говорят, тебя любят. Я говорю, я их тоже люблю, но, извините, в том климате побыть. В Африке 2 раза был, по 3,5 месяца. Ну, покатался, слава богу. Магомед, вы являетесь художественным руководителем ансамбля «Ритмы гор» да, уже более 25 лет, да? Это сколько же детей прошло через вас? Ну, если так грубо выражаясь, наверное, не меньше 1000 человек. У меня вот, я вот горжусь своими воспитанниками. Вот у меня, например, один мой воспитанник играет у Лещенко в оркестре. Да, Данил Джикаев, это вообще бог, звезда. Другой окончил Руден, тоже в Москве работает. Другие 2 там работают, Сацаев и Кусов, это вообще волки. Они в Москве так затребованы, во всех этих диаспорах играют. Вот грузинская диаспора их зовет, дагестанская, чеченская, вот все, чтобы только они играли. Алборов у меня есть, Русик. В Питере закончил высшее учебное заведение. Сейчас он одним этим руководит предприятием. И министры тоже есть, и МВД, в МВД у меня. Это, ну, короче, я горжусь своими воспитанниками все. А сейчас вот ко мне привели 4,5 года тоже это, мальчики. Ну, что интересно, пускай другие не обижаются, дигорцы. Самые лучшие у меня даулисты это дигорцы почему-то. Ну, талантливые они очень. Ну, вот один там есть Алихан. Это вообще этот Бузоев, да, он даже мне родственник по маме. Вот я ему сегодня, вот мы с ним занимались, да, я ему показал, я говорю, вот здесь надо глухой удар сделать, здесь вот такой. Он так на меня посмотрел, я говорю, я сейчас тебе языком проиграю, а ты мне сделаешь на барабане. Еще думаешь, не сыграл? Я вот так на него, так, я говорю, я уже ничего, может быть, я не нужен уже вообще. А дед сидит, говорит, вот так на него смотрели. Там, ну, у меня родители сидят на репетициях. Ну, как это может? Ну, и последнее мое достижение, конечно, уже совсем все перестали. Я слепую девочку учу сейчас. Я одного парня научил, ему 15 лет, да. Он стал лауреатом среди инвалидов. А они оказались в одноклассниках. И вот привели ее ко мне, она атрофированная, она родилась, уже ходить не могла. И вот Зарахохов Славик, наш знаменитый, он ее поставил на ноги. А левая рука у нее вообще не работает. Идеальный слух, поет бесподобно все. Ну, такие дети бывают это все. И вот я придумал, я говорю, как же ее руку левую, я ей дал палку в левую, я говорю, вот так бей. И она уже стала играть, левая рука заработала. Не зря говорят, Магомед, музыка исцеляет, да? Ну да, что-то есть, наверное. Как вы и говорите, многие дети благодаря вам выезжают за пределы России, в зарубежные страны. Да, глаза открыл им. Это всегда новые знакомства, новые впечатления. Да. Они вот до того уже привыкли, вот мы когда приезжаем из гастроли, они сразу говорят, когда мы едем в следующий? Я говорю, подождите, немножко отдохните, потом я говорю, поедем. Конечно, вот корона сейчас, у нас такая сильнейшая поездка сорвалась, греки нас полюбили, и взял полностью грек нас на полном обеспечении, вплоть даже и визу делал нам все, еще бы нам по $100 платил, но вот эта корона все поломала. Ну, он говорит, что летом все равно возьмет нас. Спасибо вам большое еще раз, что нашли время и пришли к нам в студию. Мы вам желаем еще больших творческих успехов. И, конечно, нам не терпится послушать наших юных артистов. С удовольствием. Они должны все это сделать.